В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Энергетический центр Южной Якутии «Серебряный Бор» испытывает трудности с транспортной логистикой большегрузов. Биохакатон по естественным направлениям начал работу в Северо-Восточном федеральном университете. Правильно настроенный инструмент – залог успеха. В Ленске остался один наладчик фортепиано. 26 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в республике за минувшие сутки. На Якутск приходится 17 случаев, 2 заболевших в Мирнинском районе, еще по одному инфицированному в Валайховском, Амгинском, Вилюйском, Ленском, Нерюнгринском, Нюрбинском и Хангаласском районах. Тем временем полный курс вакцинации из 2 прививок прошли 52 838 якутян, за сутки 443 человека. Всего в республику поступило 98 212 доз вакцин, использовано более 62% препарата. Вакцинация проводится в 44 медицинских организациях республики, в которых развернуто 156 прививочных кабинетов. Также создано 110 мобильных бригад. В перинатальном центре Якутска состоялась презентация научно-популярного издания «Дневник питания мамы и малыша», посвященный Году здоровья в республике и Году науки и технологий в России. Данное издание поможет в практической работе по продолжению успешного грудного вскармливания, информированию матерей и членов их семей о преимуществах, а также содействовать созданию групп поддержки кормящих матерей и направлять в эти группы женщин после выписки из больницы. Основным автором книги является руководитель Центра питания научно-исследовательского центра медицинского института СВФУ Ульяна Лебедева. В данное время дневник вышел тиражом 165 экземпляров и будет издаваться непрерывно. Издание позволит женщинам, которые испытывают трудности с грудным вскармливанием, при выписке из роддома, из перинатального центра, помочь в успешном грудном вскармливании. Выражаем глубокую благодарность Борисовой Прасковье Петровне, председателю движения «Матери России» Якутского регионального отделения, Лебедеву Ульяне Михайловне, главному внештатному нутрициологу Никитиной Левне Михайловне, главному врачу Центра иммунопрофилактики за издание книги. С 1 апреля изменились правила записи детей в 1 класс. Теперь прием в школу будет проходить в 2 этапа. Сначала документы смогут подать родители, чьи дети прописаны в том районе, где располагается школа, а с 6 июля очередь дойдет до остальных. Заявление принимают онлайн через портал госуслуг. Также можно подойти и в приемную школы. При себе необходимо иметь паспорт родителя, свидетельство о рождении ребенка и справку по месту жительства. При зачислении в школу будут преимущества у детей, чьи родители являются сотрудниками Следственного комитета, прокуратуры, военных, бывших военных и чьи старшие братья и сестры являются нашими учениками. В этом году планируются масштабные капитальные работы по обновлению и ремонту существующих газораспределительных сетей и строительству новых газопроводов по Якутии. В том числе среди намеченных планов в столице республики уже начаты работу в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по улице Ильминская города Якутска, рассказывает Алексей Лукьяненко. Вдоль улицы Ильминская в Сайсарском округе Якутска произойдет замена сети газораспределения низкого давления от улицы Чайковского до сквера Журавлин-Ильминем. На сегодняшний день полным ходом идут работы с помощью гидравлического молота для дальнейшей прокладки труб. Как рассказал экскаваторщик Олег Мартынович, в целом работы идут по графику, вот только возникают некоторые трудности в связи с мерзлой землей. Работаем. Земля пока мерзлая, поэтому работа пока идет тяжело. Вот большие экскаваторы, землю пока долбим потихоньку. Работа идет по графику, все уложимся. Потом уже дорогу будут делать. Наша республика является одним из немногих субъектов Российской Федерации, самостоятельно осуществляющей газификацию населенных пунктов на своей территории. Общая протяженность газопровода, проходящего по улице Ильминская, составит более километра. Работу должны завершить до 31 мая, до начала дорожных работ, которые будут проводиться в рамках национальной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Это участок получается от улицы Чайковского до сквера Журавлина-Ильминя. Это общая протяженность километр 300 по прямому участку и еще ответвление для частного сектора.
После строительно-монтажных работ будет уведомление для населения по пуску, по врезке, по пуску газа. То есть у нас будет на 2-3 дня будет отключение общее, вот квартальное. Где-то после окончания отопительного сезона, это будет первая половина июня месяца. Учитывая природно-климатические условия в республике, рост цен на топливно-энергетические ресурсы в стране, реализация программы газификации является приоритетным направлением деятельности главы правительства республики, направленным в первую очередь на повышение качества жизни населения. Алексей Лукьяненко, Георгий Григорьев, Якутск. Поселок Серебряный Бор Нерюнгринского района является энергетическим центром Южной Якутии. Как и везде, там существуют свои проблемы. Корреспондент Ирина Кичигина расскажет о некоторых из них. Поселок Серебряный Бор находится в непосредственной близости с федеральной трассой А-360 Невер-Якутск. Отсюда возникает проблема с большегрузным транспортом, которая приносит немалые неудобства населению. Дальнобойщики, которые идут по трассе, останавливаются прямо в поселке, чтобы закупиться в магазинах. И так стоять могут по несколько часов, а иногда целые сутки. Значит, они сюда заезжают, потом идут по кольцу. Мы на площади находимся, где они заезжают и выезжают опять. Все это движение осуществляется под знак, запрещающий знак движения грузового транспорта запрещено. Мало того, что здесь на площади постоянно ходит народ и создается угроза жизни пешеходам, еще и разбиваются дороги. Кроме этого, машины промышленных предприятий, опять же игнорируя знаки, когда везут уголь на ГРЭС, чтобы сократить путь, тоже едут через поселок. И ничем не прикрытый уголь рассыпается на дорогу и создает угольную пыль, которой дышат жители. Мы обратились в местную администрацию, чтобы узнать, какие меры принимаются для решения этой проблемы. Администрация регулярно обращается в ГИБДД по Нерюнгринскому району с соответствующими заявлениями, прикладывает фотографии. На постоянной основе нам никто не может выделить патрульный автомобиль. Но меры принимаются, патруль ездит, сообщение о том, сколько фактов зафиксировано непосредственно сотрудниками органов внутренних дел, у нас не имеется. А пока остается ждать каких-то конкретных результатов от принимаемых мер, которые помогли бы жителям поселка стать спокойней за свою безопасность, здоровье и комфорт. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. На форуме про ДФО в Чите обсудили опыт общественного контроля городской среды в Якутии. Общественные деятели со всего Дальнего Востока обсуждали наболевшие вопросы с представителями региональных властей и делились опытом решения задач по сохранению городского стиля. Участники назвали эту площадку в первую очередь обучающей, ведь, как оказалось, проблемы городского благоустройства в субъектах Дальневосточного федерального округа похожи, а опыт их решения кардинально отличается. Закончилась работа дискуссионной площадки единым мнением участников. Власть должна прислушиваться к обществу, а общество идти к власти с идеями и делать все вместе. Финальная презентация проектов конкурса биотехнологических и медицинских проектов «Биохакатон» стартовала в Северо-Восточном федеральном университете. В этот раз мероприятие собрало участников из различных учебных заведений города, студентов и предпринимателей. На конкурс зарегистрировались свыше 70 человек. «Биохакатон» проводится по 3 направлениям – биомедицина, агротехнологии и окружающая среда. Призовой фонд конкурса составляет 100 тысяч рублей. Команды представляют свои проекты в области биомедицины, агротехнологий и окружающей среды. То есть предлагают какие-то новые решения по этим направлениям. Прохождение интенсива, коим является биохакатон, они уже могут в дальнейшем подать дальше, то есть на преакселераторы, на грантовые конкурсы, на различные другие конкурсы, которые помогут им поднять проект на новый уровень. Любой музыкальный инструмент не может работать вечно, однако же при правильном использовании жизнь его можно продлить. Даже незначительную неисправность способны определить представители такой профессии, как настройщик фортепиано. В Ленске такой мастер один Геннадий Курапов. С ним встретилась Марина Крутихина.
Учиться игре на фортепиано и не сыграть полет шмеля не учиться. Чтобы сыграть это произведение римского Корсакова, нужны четкий слух, быстрые пальцы и, конечно же, настроенный инструмент. Для пианистов настроенный инструмент имеет очень важное значение, потому что на испорченном инструменте сыграть правильно невозможно. Если ребенок будет играть на расстроенном инструменте, у него просто испортится слух. В Ленской музыкальной школе 15 фортепиано. В каждом по 10 тысяч деталей, которые ежедневно находятся в движении. Устройство ничуть не проще автомобильного движка. Из-за высокой игровой нагрузки фортепиано в музыкальных образовательных учреждениях быстро расстраивается. И поэтому нужно быстро устранить неполадки, чтобы продолжить работу на инструменте. С этим сможет справиться фортепианный мастер. Геннадий Курапов профессионально настраивает фортепиано 30 лет. Его задача – ноту за нотой привести инструмент к идеальному звучанию. С помощью маленького резинового клина специалист зажимает струны, а стержень для их натяжки, колки, подкручивает настроечным ключом. Но самое точное орудие Геннадия – конечно, слух. Те, кто без музыкального образования, мы все равно и теорию музыки проходили, все это естественно. Вот. Но самое главное, надо иметь просто внутризонный интонационный слух. Это необычный слух, потому что надо уметь слушать колебания музыкальные. Музыканты их не слышат. Учеников у Геннадия Михайловича нет. В Ленске он единственный специалист. Невостребованной профессию настройщика делает технический прогресс. Лакированные инструменты уступают место электронным собратьям, не нуждающиеся в настройке. Однако музыканты уверены, никакая электроника не в состоянии заменить звучание классического инструмента. Может, все-таки профессия не умрет? Марина Крутихина, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». Наш телеканал покажет трансляцию полуфинала чемпионата республики по хоккею сегодня. В 14:30 состоится матч между командами Алдана и Мирного, а в 19:30 встреча сборных Якутска и Нерюнгри. Также телеканал будет транслировать финальные матчи, которые пройдут завтра в 11:30 и 14:30 по местному времени. Также трансляцию можно посмотреть на сайте як24.ру во вкладке «Прямой эфир» и в мобильном приложении НВК Саха. На этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь с нами, не переключайтесь, берегите себя.